К происшествиям. На одном из газохранилищ Якутского газоперерабатывающего завода произошел взрыв. Погибло 5 человек, еще 15 получили травмы. Такова легенда сегодняшних командно-штабных учений сил РСЧС. После получения сигнала на место немедленно прибыли противопожарные силы объекта. Подробности у Виталия Абрамова. Внимание, чрезвычайная ситуация. Внимание, чрезвычайная ситуация. Взрыв одного из шарового газохранилища в Якутском газоперерабатывающем заводе. Погибло 5 человек, и еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Такова легенда сегодняшних командно-штабных учений сил РСЧС. После получения сигнала на место немедленно прибывают противопожарные силы объекта. На магистральном газопроводе возник пожар. Высота пламени достигает 100 метров. Подача голубого топлива в город временно прекращена. Полностью отсечен резервуарный парк номер 3, состоящий из 4 шаровых резервуаров. И смотрим возможность запуска магистральных газопроводов в работу. В считанные минуты на место ЧС прибывают экстренные службы. Начинается разведка и поэтапная локализация огня. Из-за сильного жара пожарные работают на дистанции с помощью лафетных стволов. Параллельно работает автоматическая система пожаротушения. Силы и средства Якутского гарнизона с данной задачей справились, и последствия взрыва на газоперерабатывающем заводе успешно ликвидированы. Кроме этого, идет эвакуация персонала и пострадавших. Зона безопасности составляет 300 метров. Те оперативные данные, которые должны быть и которые поступают своевременно, наши медики отработали достаточно четко, потому что в таких ситуациях мы уже участвуем неоднократно. Тем временем пожар ликвидирован. Газовщики приступают к аварийно-восстановительным работам. Варится катушка и ремонтируется целый газопровод. Время, согласно плану ликвидации аварийных ситуаций, до 24 часов. Это первые в этом году учения на Якутском газоперерабатывающем заводе. Помимо этого, в рамках командно-штабных учений на территории еще 4 улусов синхронно проводятся подобные тренировки. Вся информация оттуда стекается в ситуационный центр в комиссию КЧС под председательством зампреда правительства Виктора Амукова. Эти учения продлятся в течение 2 дней. Виталий Абрамов, НВК «Саха», Якутск.